Начинаем цикл мини-экскурсий по экспозиции выставки в мире чувашских легенд и сказок. Отправимся с вами в удивительное путешествие. И сначала попадем в лесное царство, где нас встретит хранитель леса Аршюри. Затем отправимся в подводный мир, где обитают Шифтури и русалки Вудаш. Попадем в подземное царство и познакомимся с Чегех-Хурсукалом. Затем по мосту Азамата отправимся в чувашскую деревню и поговорим о бытовых сказках чувашского народа. И, наконец, познакомимся с чувашскими богатырями. Ну что, в путь? А мы с вами отправляемся в лесное царство. И здесь нас встречает дух, хозяин леса Аршюри. Аршюри может принимать облик как человеческий, так и облик любого животного. Также он может говорить разными голосами животных и даже голосом человека, например, звать человека по имени. Аршюри любит злые шутки. Например, он может сбивать человека с дороги или пугать его диким хохотом, а также может даже защекотать до смерти. Но чуваши знали одну маленькую хитрость. Идя в лес, они брали с собой кусочек хлеба. И когда чувствовали, что за ними по пятам следует Аршюри, они бросали этот кусочек хлеба, и Аршюри останавливался, чтобы поесть. И в этот момент от него можно было спокойно скрыться. Мы с вами оказались в подводном мире. Хозяин здесь Шифтури или водяной дух. Чуваши считали, что от него зависит хороший улов. Шифтури мог испугать человека или же схватить и утащить на дно. Но чуваши знали, как его задобрить. Для этого они брали с собой кусочек хлеба, лепешки и кисель. В подводном мире также обитали Вудаш. Это русалки. Вудаш предстает в облике красивой девушки с рыбьим хвостом. Вудаш обитали в реках, озерах, родниках и колодцах. Это злые духи. Вудаш заманивали людей к водоему, а когда те подходили слишком близко, хватали своими цепкими руками и утаскивали человека на дно. Но и от Вудаш можно было спастись. Для этого ее нужно было задобрить блином или киселем. Сказка «Мост Азамата». В давние времена с южных высоких гор Арамази спустился великан Улыб. Его отправил на землю бог-громовержец Аслати. И был он такого большого роста, что самые высокие сосны доставали ему лишь до пояса. Спустился он с горы и увидел, как люди пасут свои стада. И решил он отобрать эти стада у людей и пас их сам. Бог-громовержец прогневался на него за этот поступок и наслал на землю проливные дожди. Засверкали молнии, загремел гром, а горные реки и озера вышли из берегов, и поля все были затоплены. Животным было нечего есть, и Улыб решил их спасти. Он обратился к кузнецу Азамату, попросил его выковать мост. 7 дней и 7 ночей Азамат трудился и выковал красивый мост из 7 цветов. По этому мосту Улыб перенес свои стада с подножья горы Арамази на Волжские луга и тем самым спас животных. А когда закончился дождь, мост Азамата исчез. И с тех самых пор он появляется только лишь когда идет дождь и светит солнце. И с тех самых времен чуваши стали называть радугу мостом Азамата. Мы оказались в чувашской деревне. С бытом чувашского народа связано огромное количество сказок. Такие сказки, например, как «Сармандей», «Альдюк», «Лиса-плюсунья», «Как дед с бабкой луну ловили» и многие другие. На нашей выставке можно познакомиться со старинными предметами быта, например, такими как деревянный жернов. С его помощью зерно перемалывали в муку. Делали это следующим образом. Брали зерно, насыпали в самый центр жернова, а затем вращали. Таким образом, зерно перемалывали в муку, а затем из нее в печи пекли хлеб. Горячий хлеб с пылу жара доставали при помощи деревянной лопатки.
А пищу чуваши готовили в таких чугунных горшочках. Их ставили в печь. А когда блюдо было готово, доставали при помощи ухвата. Каша готова. Сказка «Девушка на Луне». Давным-давно, в незапамятные времена, жила злая-презлая колдунья, и была у нее падчерица, тихая, робкая, собой писанная красавица. Какую работу ей колдунья не давала, все она выполняла, все у нее получалось складно да ладно, и все любили девушку. Злила эта колдунью, и решила она изжить падчерицу. Однажды, темной ночью, отправила она девушку за водой к колодцу. Падчерица взяла в руки коромысло и ведра и отправилась в путь. Пришла она к колодцу, зачерпнула воды, а когда разогнулась, увидела, что ее окружают злые колдуньи с сухими костлявыми руками, с железными зубами. Тянутся они к ней и хотят ее схватить. Девушка испугалась, побежала они от них прочь, но колдуньи ее снова догоняли и окружили. И тогда девушка подняла глаза к небу и увидела там ясный месяц. Измолилась она единственной помощи, и месяц ей помог. Он засиял еще ярче и на своих лучах поднял девушку с коромыслом и ведрами к себе. Так она спаслась от злых колдуний. И по сей день, когда на небе сияет ясная полная луна, можно увидеть силуэт девушки с коромыслом и ведрами. Приглядитесь, и вы обязательно его увидите. Героями чувашских легенд и сказок являлись и богатыри. Их мы можем встретить в таких сказках, как Эдикан-Удикан, Чемень, Солдат Меткий Стрелок, Иван Батыр и многих других. Одним из ярких персонажей был Иван Батыр. Он обладал огромной силой и, как водится в сказках, у него был богатырский меч. И если в русских сказках, например, богатырю приходится сражаться с трехглавым змеем, вспоминаем Змея Горыныча, то в чувашской сказке Ивану Батыру пришлось сразиться сначала с трехглавым змеем, затем с шестиглавым змеем, с девятиглавым змеем, и, наконец, он сразился с 12-главым змеем, который восседал на семиножном коне.